Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему, что готовит вам судьба на новой неделе. Загадайте, пожалуйста, на себя, пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, единичка. Так, мои хорошие, смотрите, на новой неделе у вас на кого-то, либо на что-то глаза откроются. Вот как осознание придет, либо прозрение наступит. Что-то, что было совсем рядом, и никак вам не удавалось это уловить, вот оно откроется. Вы так будете удивлены, даже какой-то детский восторг испытаете, скажете: ну надо же, так вот оно что, так вот он кто. Слушайте, ну тут и восторг, и удивление, и даже некая радость у вас присутствует. А еще я вижу, что какой-то ласковый котик об ноги вам трется. Возможно, это какой-то человек, да, который гуляет сам по себе, как котики, именно выбирает вас, либо всегда рядом с вами, да, вот прям демонстративно показывает, что вы для этого человечка номер один. Это очень приятно. То есть вы ничего для этого не делали, вы этого не ждали, но это случится. Дальше показано, что гора упадет с плеч. Гора — это какая-то тяжесть, это какая-то проблема, это какое-то осложнение. Даже болезнь так могут показать, да, вот гора на плечах тяжело носить на себе, да, это давит, это буквально отравляет вашу жизнь, но гора упадет. И это будет тоже очень неожиданно, но тоже очень приятно. Избавившись от этой горы, вы буквально расцветете. Вы будете лучше выглядеть, вы будете лучше чувствовать себя. Вы просто фонтанируете энергией, у вас вот прям много желаний, много возможностей, и дома вы точно сидеть не будете, горевать вы точно не станете. У вас вот сразу какие-то дела, там туда-сюда поехать, пойти, что-то сделать. Вот прям люди вам будут делать комплименты, да, так и будут говорить: что с тобой случилось, что произошло. Ты выглядишь совершенно по-другому. Ты прям светишься изнутри. А вы будете пожимать плечами и говорить: да нет, все нормально, как обычно. Дальше крестик показан. Крестик, как что-то закончится, либо в чем-то будет поставлена точка. Крестик и какой-то вот козел убегает. Ну, либо коза. В принципе, тут детально не показано, но какое-то животное с достаточно острыми рогами убегает. Может быть, кто-то к вам приставал, либо кто-то что-то от вас хотел, кто-то вот донимал вас. В этом деле будет поставлена точка, да, крест. Все, больше это не повторится, либо человек навсегда отстанет от вас. Хороший знак. Издалека кто-то идет к вашему порогу в больших таких высоких сапогах. Возможно, это человек, занятый военным делом, а возможно, рыбак, а возможно, тот, кого долго не было, либо кто очень долго отсутствовал, идет на ваш порог. Человек вас заранее предупредит. Ну, как заранее, может быть, там за сутки, либо за несколько часов. Если этот человек как-то связан с вашей личной жизнью, то у вас прям небольшая паника случится, да, потому что нужно себя там в порядок привести, нужно что-то на стол поставить, либо, соответственно, выглядеть. Вот, немножечко, да, вот нервничаете, суетитесь. Если этот человек не связан с вашей личной жизнью, допустим, какой-то родственник, либо просто какой-то знакомый, будет очень приятно, и вы прям будете сидеть и минуточки считать, когда же этот человек наконец-таки доедет, да, когда же на порог зайдет. Так, еще показывают какой-то пожар, костер, дым идет. Вы знаете, качество воздуха может очень сильно страдать.
И из-за того, что какие-то пожары, либо какие-то костры, либо что-то где-то горит, да, ну мало ли, там люди специально могут выпаливать, может быть, это какое-то производство, да, выбрасывает в воздух там негативные эти частицы. Вы знаете, вот прям в груди немножко сжимается, и дышать как-то сложно, да, вот прям невкусный воздух, не свежий, вот как-то так мне идет. Поэтому закрывайте окна, форточки. Понятно, что летом это очень тяжело делать, но если представить духоту, еще и плохое качество воздуха, то это прям очень может негативно сказаться. На какой-то момент нужно просто перетерпеть, либо переждать. Дальше показываю человека, который для вас на каком-то музыкальном инструменте играет. Мне кажется, что человек захочет вас уговорить, либо подговорить. И очень сложно будет от этого человека отделаться, да, потому что человек очень настойчивый. Ну и надо отдать должное, да, красиво играет, красиво поет. И, возможно, ваше сердечко дрогнет. И вы скажете: ладно, куда деваться? Я согласна. Дальше. Человек на букву А. Это может быть и мужчина, и женщина. С очень интересным предложением к вам обратиться. И вы знаете, это предложение, оно на первый взгляд, ну, в принципе, интересное, но за этим предложением целая радуга скрывается. То есть, возможно, предложение вам будет озвучено не до конца, либо не все перспективы будут расписаны. А может, тот, кто предлагает, и сам не знает, чем это закончится. Радугой закончится. Радуга — это радость, это удовольствие, это весь спектр позитивных эмоций. Поэтому обязательно соглашайтесь. На букву А, мужчина либо женщина. Это может быть как и имя, так и фамилия на букву А. Дальше. Показан глаз. Глаз, который за вами буквально вот следит. Кто-то будет за вами следить, глазами следить, либо глазами встречать, глазами провожать. Интерес, у кого-то к вам интерес. И я вам так скажу, этот интерес, он обязательно проявится, но не на ближайшей неделе, а чуть позже. Человек то ли готовится, то ли присматривается, то ли, ну, мало ли там, что у человека происходит. Это глаз неплохой, то есть человек вам плохого не желает, наоборот, здесь вот прям какой-то очень серьезный интерес. Интерес с положительной характеристиками идет. Дальше. Цифра 1 повернулась к вам. От кого-то отвернулась, к вам повернулась. Возможно, кто-то не справляется с ролью лидера, либо не справляется с какими-то заданиями. И, возможно, вам придется этого человека заменить. Либо человек там слишком сильно и громко себя бил в грудь и кричал, что я номер один, а окажется, что нет. Номер один все-таки вы, а не он, а не она. Вы не ждете этой похвалы, вы не ждете этой славы, но она найдет вас сама. Смотрите, не отказывайтесь, потому что отказываться нельзя. Нельзя. Иначе вот такие дурные люди будут что попало творить, да, и людей куда попало вести. Да, обычно за лидером идут, да. Вы умный человек, вы знающий человек, вам сам Бог велел. А вот всякие такие мошенники, лжецы, вот они как бы пытаются бездарности, да, пытаются пробиться, наглостью своей берут. Так, еще непростой разговор может состояться в семье. Разговор, где будут выстраиваться новые какие-то границы, будут устанавливаться новые правила, какая-то новая, знаете, как разметка появляется. И я так скажу, давно пора, всем будет от этого хорошо. Всем, и вам хорошо, и вашим близким, вашим родственникам будет хорошо. По новым правилам даже как-то легче жить будет, легче взаимосуществовать будет. Вам точно понравится. И да, еще вижу, что вы в чем-то себя недооцениваете, а вот ваши, например, родственники очень сильно вами дорожат. И им так страшно, что вы куда-то денетесь, пропадете, уйдете, уедете. Вот вы это все прям увидите. Дальше показывают звездочку и спящего человека. Ну вот прям хочется сказать, что кто-то проснется и почувствует себя звездой. Либо вы заснете с какими-то мечтами, мыслями, а утром проснетесь и поймете, что вот мечта начинает сбываться, либо все возможно, либо то, о чем вы попросили, вот оно уже рядом с вами. И, кстати, если вы увидите падающие звезды, неважно, там звезды, кометы, загадайте на мечту, и она очень быстро у вас исполнится. Тем более у нас сейчас молодая луна.
Дальше показывают лестницу, достаточно такую, знаете, не прочную, очень такую опасную. Ну, скажу, как вижу, да, я не хочу вас пугать, но и хочу вас предупредить. Если вам предстоит подниматься по лестнице, либо пользоваться какой-то небольшой лестницей, может, и большой лестницей, пользуйтесь максимально осторожно, потому что с этой лестницей что-то не так, либо эта лестница, она уже как бы, ну, отжила свое, да. Будьте аккуратнее. Даже если это какая-то небольшая там домашняя лестница, там пару ступенек, лучше ее там пересмотрите, укрепите, либо кого-то попросите быть рядом и вас подстраховывать. Ну, еще, кстати, да, карьерная лестница может быть. Сейчас не самое лучшее время карьерно расти. Вот на самом-то деле. Либо можете расти, но не туда, куда хотелось бы. Поэтому нужно быть поосторожней. Еще, мои хорошие, показывают двух людей, которые за вашей спиной строят планы. Что за планы? Скорее всего, негативные какие-то планы. Им хочется то ли вам отомстить, то ли как-то вас наказать, то ли вас разоблачить, может быть, в чем-то, хотя в чем непонятно. Но знаете, что планам этих людей не суждено сбыться. Сама судьба им помешает, либо высшие силы помешают. И они так сильно разругаются, и друг друга начнут, значит, сдавать с потрохами, да, на друг друга пальцами тыкать, ты, да, и вот все это раскроется. Следите за этим делом, да, потому что скандал будет достаточно громкий, и по-любому вы его узнаете. Это заговорщики. Это плохие люди. Не стоит ни одному, ни другому верить. Они оба все это придумали, они оба спланировали, но когда поругаются, понятно, что на друг друга будут вину скидывать и будут пытаться в ваших глазах оправдаться. Ни тому, ни тому не верьте. Обои ребоя, да, вот так говорят. Еще забор показан, но забор такой странный. Там дырка. В этом заборе большая дырка. Либо между фракциями, да, большие такие дырки, отверстия, в которые можно свободно и зайти, и выйти, и причем комфортно. Здесь, скорее всего, вы будете действовать не совсем по правилам, да, немножечко там где-то нарушать, но с другой стороны, раз есть такие дырки, только сам Бог велел, да, воспользоваться такой дыркой. Немножко вот как сделка с совестью у вас и какие-то небольшие опасения. Ну, я вижу, что ничего плохого не случится, и раз есть такие большие отверстия, и можно комфортно ходить туда-сюда, и все ходят, ну и вы сходите. От одного раза ничего не случится. Вот, так что не упустите. А еще, знаете, показано, что, ну, буквально, да, до конца недели, а может, на следующей неделе люди как опомнятся, да, что есть дырки, и начнут их заделывать. Да, пока у вас есть время, вы можете туда-сюда сходить. Ну, что-то решить, да, решить немножечко не по закону, либо не по правилам, ну, как, куда деваться, да. К сожалению, в нашем мире ничто не идеально, и иногда такими лазейками нужно просто воспользоваться. Дальше показано, что у вас руки будут трястись, что-то в руках вы держите, как, не знаю, листик какой-то, бумажечка, может, газетка, может, еще что-то, книжечка, может, памфлет какой-то, у вас прям руки трясутся от возбуждения, от восторга. Что-то вы там такое прочитаете, от чего даже глаза загорятся. Какая-то вот информация произведет на вас впечатление. Может, это какое-то письмо вам адресованное, и там что-то очень хорошее написано, может, это предложение, там, не знаю, договор, заказ. Вот прям волнение, да, волнение, но в хорошем смысле слова. Дальше. Сама судьба крестики меняет. Большой на маленький. Большой на маленький. Но это какая-то ответственность, это какое-то испытание, скорее всего. Ну, либо развязка какой-то очень серьезной задачи. Сама судьба такая говорит: я тебе помогу, да? И большой крестик забирает, а маленький вам выдает. Да настолько маленький, что вы такая: что это, мелочи какие-то. Может быть, это и ваше ощущение. То есть вы считаете, что вам выпал тяжелый крест, и что его очень тяжело нести, а как только попытаетесь его поднять, поймете, что там он такой маленький, там нечего делать, да? Одним пальцем можно поднять, да? Что-то решить очень можно легко и просто.
Еще показывает человека на спрута похож, такие щупальца прям длинные. Человек в своих этих щупальцах разных людей держит и постоянно как будто бы дергает этих людей. Возможно, человек со связями. Но опять же, какие связи? Скорее, как людей пугает, либо над людьми доминирует, либо людей в страхе держит. Да? Я вижу, что и свои щупальца этот человек и в вашу сторону направляет. Но честно, я не верю, что этот человек сможет вас схватить. У вас глаз алмаз, вы никого и ничего не боитесь, и вы умеете дать отпор. Мне кажется, что этот спрут очень сильно пожалеет, что свои щупальцы потащил к вам, потому что вы эти щупальца просто порубите в капусту. И этот спрут, он просто утонет, да? Как он будет плавать без своих щупалец? И себе поможете, и других людей спасете. Дальше. У кого-то, возможно, будет неприятный разговор. Ну, не то чтобы неприятный, а скорее разговор о каких-то неприятных вещах. Это не ссора, но о чем-то неприятном для себя вы будете с кем-то говорить. И смотрите, ваш оппонент достаточно грамотный человек, он даст вам очень хороший, здоровый совет. И если вы этим советом воспользуетесь, то, возможно, в скором времени вы уже не будете так остро реагировать на какие-то события, либо на свою ситуацию, либо на какого-то человека. Очень хороший, дельный, здоровый совет. Дальше показывают женщину, которая преисполнена к вам чувством благодарности. Что вы для нее сделали, я не знаю. Может, жизнь спасли, может, и еще что-то. Но она вам благодарна от всей души. Я вижу, что эта женщина очень много рекламы вам даст, очень много будет про вас говорить. Говорить с разными людьми, буквально называя вас по имени и фамилии и описывая вас. И буквально за эти 7 дней так много людей о вас узнает, и вы становитесь популярной. Вот к концу недели вы даже кого-то из ее знакомых встретите, да, с кем она там говорила, и эти люди буквально будут вам улыбаться и рассказывать, какой вы замечательный человек. Вы скажете, ну ничего себе, ну надо же, как-то себя немножко некомфортно чувствуете. Ну, скорее всего, вы очень скромный человек, да, хотя, да, вы заслуживаете и похвалы, и всего самого наилучшего. Ну, в рекламе. Она вас рекламирует, потому что вы ее спасли, вы ей помогли, вы очень много добра для нее сделали. И она вам благодарна. Кстати, благодарность она вам не раз еще вернет, не только словами, не только тем, что она вас прославляет, но и какими-то конкретными действиями. Дальше показывают бабочку с какими-то обожженными крылышками, либо пораненными крылышками. В общем, бабочка есть, крылышки есть, а вот летать она не может. И эта бабочка, она, может быть, кстати, и прикидывается, да, что летать не может. Вот помоги, я там ранена, мне плохо. Буквально залазит вам на шею, на спину садится. Пользоваться. Кто-то может пользоваться вами, прикидываясь больным, несчастным, каким-то обездоленным. Дело, конечно, ваше, но я бы не стала такую бабочку на себе носить. Потому что явно что-то тут не то. Явно человек что-то не то рассказывает, либо где-то в чем-то не договаривает. И, возможно, человек, в принципе, решил немножко попаразитировать на вас. Но это ваше, конечно, дело разрешить, либо отказать. Но, тем не менее, я вижу, тут человек хочет попользоваться. Дальше показывают нитку и иголку. Тяжело вдеть нитку в иголку. И, возможно, не стоит пока этим заниматься. Не время, да, этим заниматься. Возможно, стоит обождать. Вот если что-то не получается с первого раза, отложите. Вот отложите, займитесь чем-то другим. Потом еще раз вернитесь. Вот есть в этом какой-то смысл. Это не просто так. То есть, может быть, вы действительно решили время не на то, что нужно потратить, да, и высшие силы такие, не получится. И да, не получается вдеть нитку в иголку. Это не против вас. Это вот просто время не пришло или нужно заниматься какими-то более насущными делами. А вот эта нитка с иголкой еще могут подождать. То же самое можно сказать и про мужчину с женщиной.
мужчина-женщина как нитка с иголкой, да. Если не получается выстроить отношения, не получается там встретиться, не получается договориться, возможно, время не пришло. Это не значит, что вы не будете вместе, просто время еще не пришло, да, для того, чтобы вы были вместе. Потому что вы ждете, что мужчина будет проявлять инициативу, либо вы ждете, что там женщина как-то откликнется. Нет, пока этого я не вижу. Вот как время не пришло. Дальше. Будете какого-то человека утешать. У человека то ли истерика, то ли в принципе какая-то апатия. Но вот вы умеете утешить. Буквально там час общения, там, либо 30 минут, 40 минут общения. И человек уже там глаза горят. Туда пошли, сюда пошли, то буду делать, это буду делать. Ну вот умеете вы человека вернуть в реальность, умеете боль снять, умеете вдохновить. Вот в этом ваша сила. Зря вы этим не пользуетесь. Из вас бы получился очень крутой мотиватор, и люди бы шли и платили бы вам за это деньги. Потому что хороших мотиваторов очень мало, вот, а они очень нужны. Еще с ребенком у вас тут разговор может случиться. Ну, либо это ребенок, да, либо это человек, который намного младше, чем вы по возрасту. Ребенок поделится чем-то с вами, там, желаниями, хотелками, мыслями, может быть, даже переживаниями поделится. И вы будете тронуты, и скажете: не переживай, пока я рядом, да, все будет хорошо. Так, еще вы для кого-то, ну, как вишенка на торте. Вот хотите верьте, хотите нет, но вы кому-то снитесь, кто-то о вас бесконечно много думает, и кто-то прям мечтает назвать вас своей женщиной, либо своим мужчиной. И, возможно, этот человек вам приснится, возможно, вы его знаете, возможно, даже не вспомните. Но вот мне идет, что сон какой-то будет, да, где вы увидите того, кто вами бредит, кто влюблен в вас. Дальше показываю человека, у него в руках очень много ключей. И человек такой вам показывает, как веером эти ключи, говорит: выбирай. Надо выбрать правильно, и нельзя ошибиться. Выбирайте и сердцем, и умом, и не спешите. Да? Вот каждый ключ пересмотрите, и тот, который откликнется, тот ваш. Дают возможность выбирать, дают возможность подбирать, да? Подобрать себе идеальный ключ. Не стоит спешить, ни в коем случае. Выбирайте именно так, чтобы откликалось. Дальше показана женщина. У нее в руках такой огромный черпак. Эта женщина, она очень щедрая. И она буквально вот черпаком раздает какие-то ресурсы. Вы знаете, достаточно просто к ней подойти, ну, либо обозначиться, да, что я тоже хочу, либо мне тоже надо. И она вам полный черпак даст. Понятно, что она не будет сама за вами бегать, и искать она вас не станет. Ну, нет у нее такого, да, на расстоянии мысли читать. Вот. Не стесняйтесь. И, в общем, мне идет, что эта женщина тоже о вас думала. И, в принципе, она очень надеется, что вы сами придете для того, чтобы получить свою какую-то порцию ресурсов, либо награды, что вот она вам что-то хотела бы дать. Дальше показывают рак. Рак ползет задом, назад сдает. Ну, раки, они обычно тогда передвигаются. Возможно, кто-то, на кого вы понадеялись, поведет себя как рак. Может быть, человек по знаку зодиака рак. Ну, как бы это свойственно этому человеку. Может быть, человек действительно пока не готов к каким-то конкретным действиям, а может быть, у человека что-то случилось, да, поэтому и заднюю дает. Это не против вас. Это, скорее всего, особенности этого человека. Ну вот сам себе человек не рад, потому что такое поведение. Дальше показывают женщину. Она сети ставит. На кого? Непонятно. То ли рыбалка, то ли, может быть, какая-то дичь. Но сети вы расставите. И еще хочу вас похвалить. Вы расставите сети именно в правильных местах. Вы расставляете сети, пройдет какое-то время, потом вы их вынимаете, да, и улов, либо что там, охота, да, вы собираете добычу. Вы очень терпеливая, и, ну, я не знаю, откуда у вас это знание, либо это ваши ощущения, там, интуиция подсказывает, в очень правильных местах бросите сеть.
Также показаны объятия. Тут обнимаются мужчина с женщиной. И как равновесие какое-то устанавливается. То ли у вас отношения улучшаются, то ли вы сможете договориться, то ли вы сможете помириться, то ли как доверие, да, еще может быть, да, между вами абсолютное доверие. Но это хороший знак, замечательный. И еще показан фонарик, который высшие силы для вас зажигают, этот фонарик. Фонарик, который вам что-то осветит, либо кого-то, либо что-то. Буквально вот в кромешной темноте появляется свет, и вы видите дорогу, либо видите нужного человека. Это может быть что угодно. И спонтанная мысль, и сон, и какой-то знак, подсказка. То есть в темноте это значит, вы не понимаете, что делать, куда идти, либо кто вам нужен. А высшие силы вам обязательно подсветят. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.